Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу Prime. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И я рада представить гостя нашей студии. Это народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Нелли Яковлева. Витаю, ассаляму алейкум. Добрый вечер, рада приветствовать. Дорогие телезрители, вы можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут периодически выводить номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Нам важен ваш голос. Пани Нелли, мы с вами несколько раз уже встречались в эфире. Вы к нам включались, но в студии вы впервые. Да, впервые. Ну, вы знаете, это крымско-татарский телеканал. Мы были вынуждены сюда переехать в 2015 году из-за давления оккупантов. Сегодня мы работаем здесь. Нас сейчас смотрит Крым. Мы вещаем на Крым и не только. А еще здесь у нас много работают террористов. Сейчас в Крыму оккупационные власти заочно судят генерального директора. Открыто уголовное производство против зама генерального директора. Открыто на меня уголовное дело по факту терроризма. Еще на одного ведущего нашего телеканала. В общем, я считаю, это такой высшей мерой проявления и оценки нашей деятельности. И, наверное, это показатель того, что мы на правильном пути. Я думаю, что бесспорно это показатель того, что вы на правильном пути. Я, конечно, не ожидала, что я как раз попадаю, можно сказать, так, в центр террористических атак с точки зрения той политики, которая сейчас проводится. Но в любом случае, если это там оценивается так, то ваша работа здесь заслуживает уважения. И более того, вы сказали, что нас смотрят в Крыму. Я хочу сказать, что постоянно увеличивается количество людей, вот, с которыми я общаюсь, и с тех пор, как мы стали с вами работать с включениями. А я начала спрашивать у своих коллег, у товарищей в целом, смотрите ли вы АТР? И все больше людей говорят, что мы начали смотреть. То есть ваш эфир и контент становится все более, скажем так, интересным не только для узкоцелевой аудитории, а и в целом для Украины. Мы для этого и работаем, чтобы о Крыме говорили все чаще и чаще, но, к сожалению, сегодня так складывается в Украине, что 24/7 в Украине говорим про Крым исключительно мы. И на других украинских центральных каналах, к сожалению, мы не видим, чтобы активно обсуждали тему Крыма. Как вы считаете, с чем это связано? Я считаю, что связано это с тем, что все-таки вопрос Крыма, он является наиболее сложным сейчас. И в целом работа СМИ, она часто направлена на то, чтобы предложить простое решение. И даже когда спикеры приходят в аудиторию, они не так узко направлены в рамках этой темы. И, соответственно, весь эфир, скажем так, больше направлен на обсуждение той поточной проблематики, которая там есть за сегодняшний день, за сегодняшнюю неделю. А вот в целом я хочу сказать, что в рамках общенациональных каналов и в рамках информационных каналов достаточно малое количество тематических передач. То есть мы понимаем, что в формате ток-шоу, когда собирают спикеров, тяжело подобрать, скажем так, специалистов по конкретной области. И в целом, то есть это говорит о неком качестве СМИ. Вот я очень хотела бы, чтобы условно у нас СМИ в Украине развивались по примеру определенных тематических форматов. Возможно, это раз в неделю, это не так часто. Возможно, это менее интересно населению, с точки зрения какой-то хайповости, если так можно сказать. Но в целом это было бы очень интересно. Ну что может быть важнее сегодня в нашей стране, когда у нас война? Что может быть важнее оккупированных территорий? Я хочу сказать, что работая в профильном комитете, для меня, конечно, не может быть ничего важнее. Я всегда говорю, если, как звертаючись до мертвых и живых и ненародженных, як говорив Шевченко. Я думаю, что каждый политик, тот, который был в политике, тот, который есть в политике, тот, который будет в политике, своей основной целью должен делать восстановление территориальной целостности и суверенитета в Украине. И до тех пор, пока этого не будет, я думаю, что никто из нас, скажем так, спать спокойно не может. Конечно, этим вопросом надо заниматься. Но вот возвращаясь как раз, почему о Крыме меньше говорят? Потому что здесь может быть мало популизма. Условно, здесь тяжело предложить простое решение. Мы понимаем, что это будет требовать длительного процесса. Мы понимаем, что это будет требовать сложных решений на международной арене. Мы понимаем, что это будет требовать с точки зрения выработки решений в парламенте и в правительстве. То есть это будет достаточно сложный поэтапный процесс. И здесь на этой теме невозможно, скажем так, предложить быстрое и эффективное решение. А что для вас лично Крым? Для меня лично Крым, в первую очередь, я думаю, если мы говорили до оккупации 2014 года, я работала в Крыму немного, работала тогда в протокольной службе. Где именно?
Я работала из Киева, но мы ездили с командировками в Крым, то есть я, скажем так, до этого периода времени я, естественно, чаще ездила в Крым отдыхать. И, конечно, сейчас, когда говорят о Крыме, мы можем ностальгировать о всех тех местах, где мы отдыхали, да, и отдыхали достаточно часто. И, конечно, это в первую очередь, если мы говорим сейчас о Крыме, для меня это тоже ностальгия с точки зрения того, что мы потеряли такую здравницу. И, как бы, наверное, часть, вот храним бережно теперь эти воспоминания, которые есть у нас, связанные в том числе с этим отдыхом. Но если говорить о той части работы, которую мне там, да, удалось посмотреть в Крыму, удалось пообщаться с чиновниками, скажем так, для меня Крым тогда открылся. А с другой стороны, это был 2012 год, то есть это еще даже, скажем так, мы не предполагали того, что случится, да, в начале 2014 года. Уже, скажем так, я увидела четкую сепарированность в контексте того, что Крым не воспринимает себя как бы вот то руководство, с которым мы общались, частью Украины. И вот в этом я тогда увидела определенную угрозу. То есть с точки зрения того мы понимаем, что сами процессы, да, автономии Крыма, как еще создавалась Конституция Украины, то есть это все, скажем так, не стало в 2014 году единомоментным. Но с другой точки зрения, вот именно в тот момент, в 2012 году, я для себя уже зафиксировала эту тенденцию. Но то, что в Крыму не было Украины, ведь это и ошибка центральной украинской власти тогда была. Это ошибка в целом коммуникационной политики всех 20 лет. Действительно, этот статус автономии, он условно и определил определенную сепарированность, и даже, да, вот как часто эти выражения, вот они у вас, кстати, реже используются в эфире, но когда материк по отношению к Украине, вот даже вот эти вот понятия, они в определенном смысле формировали такую отдельную политику, да, восприятия. Мы понимаем, что часто, вот когда я приезжала, я говорю, завтра у нас планируется встреча с министром. Они говорят, ну приедет ваш министр. Наш министр уже на месте. То есть мне четко давали понять, что как бы есть уже определенное разделение. С точки зрения ответственности центральной власти, ее бесспорно нельзя не уменьшать. И здесь, ну, это период, не который возник там в последние десятилетия. Это период, который был сразу же изначально с независимости Украины. Крымские татары с момента провозглашения независимой Украины говорят о необходимости реализации прав коренного народа на самоопределение. Многие президенты Украины нам обещали реализацию этих прав. Я, конечно же, не говорю про Януковича, если брать даже последнего президента Порошенко, который сам выступал и говорил о том, что он сам крымский татарин, и рассматривал законопроект. Даже работала Конституционная комиссия, которая вынесла свое решение по проекту с внесением изменений в Конституцию Украины о Крымско-Татарской национальной территориальной автономии, но все же этого не было сделано. Вот как вы считаете ли вы важным принятие этих изменений в Конституции Украины о Крымско-Татарской национальной территориальной автономии? Смотрите, это важно сейчас с точки зрения в целом стратегии деоккупации, может быть. Почему важно? Если мы признаем право крымско-татарского населения как коренного народа, то, соответственно, появляется, да, вот эта возможность самоопределения и создания автономии, но автономии возможно, пока у нас, да, продолжается оккупация, не в Крыму, да, в рамках какой-то другой территории. В целом это тогда дает возможности для позиционирования крымско-татарского народа как субъекта на определение. И мы можем тоже в рамках, в том числе международных решений, добиваться как раз возвращения Крыма не столько в состав Украины, сколько как возвращение Крыма крымско-татарскому народу. Скажем так, это одна из таких модификаций, которая рассматривается как стратегия деоккупации. Бесспорно, она не есть приоритетная. Она разрабатывается как один из вариантов, но в узких профильных кругах она обсуждается. Что касается перспектив... А у вас в комитете обсуждали? Да, обсуждали, мы дискутировали, поскольку я знаю, что мои коллеги, как раз представители крымско-татарского народа, они готовили новую редакцию законопроекта, в том числе и по этому вопросу, и было несколько встреч, в том числе и с президентом, в офисе президента. Поэтому этот вопрос обсуждался и дискутировался у нас в том числе. А вот какая, по-вашему, должна быть крымско-татарская территориальная автономия?
Понимаете, здесь, если мы все-таки говорим о возобновлении территориальной целостности и о том, как раз об исправлении тех ошибок, о которых вот мы даже с вами сейчас говорили, коммуникационного разрыва и с точки зрения ведения, да, самой, скажем так, вот этой отдельной политики Крыма, я все-таки думаю, что нам надо изначально пытаться бороться за восстановление территориальной целостности, как раз и в том числе вхождение, естественно, как бы не отдельной автономии крымско-татарского народа. Потому что мы должны вернуться к тому конституционному строю, который у нас был изначально прописан Конституцией 1996 года. Но если мы говорим, да, сейчас как один из инструментов крымско-татарской автономии, то здесь модели все-таки мы должны как раз согласовывать и с Меджлисом, и с представителями крымско-татарского народа. А как в офисе президента относятся к этой идее? К реализации прав? Скажем так, здесь надо услышать все аргументы. Я думаю, что с учетом того, что этот законопроект все-таки пока не был зарегистрирован или не был внесен в Верховную Раду любым субъектом законодательной инициативы. А вы его не видели, инициативы, да, этот законопроект? Я его текста этого не читала, поскольку он все-таки дискутируется между как раз представителями, депутатами крымско-татарского населения, да, и в офисе президента. Пока они все-таки не выйдут на одну модель, нам сам текст не предлагался к его прочтению, поскольку действительно есть ряд спорных моментов, и мы понимаем, что если что-то станет раньше достоянием общественности до того, как оно будет согласовано, то вероятность его как бы принятия и дальнейшего движения, она может замедляться. Поэтому мы все-таки ждем, скажем так, здесь окончательной концепции, которая будет выработана между ними, и уже в рамках там первого и второго чтения мы можем о ней дискутировать, да, или дискутировать о самой модели. Но в любом случае исходная модель, конечно же, должна предлагаться теми людьми, которые напрямую работают. То есть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины как путь, один из путей к деоккупации полуострова, вы бы в парламенте поддержали? Смотрите, я бы поддержала... Но сейчас речь идет о законопроекте в целом статуса коренных народов и этнонациональных меньшин. То есть, Там 3 законопроекта. Там будет, да, целый комплекс, но мы понимаем, что изменения в Конституцию — это 2 сессии, и, соответственно, нам надо сначала пойти малым путем для того, чтобы понять, насколько есть воля, да, в сессионном зале для того, чтобы все-таки принять эти законопроекты. 300 голосов. 300 голосов. И мы понимаем, что 300 голосов, они все-таки собираются тяжело в Верховной Раде, поэтому очень часто нам надо понимать, скажем так, принять первый и второй закон для того, чтобы это уже было на повестке дня. Ваш комитет называется Комитет по правам человека, деоккупации, реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. И вы являетесь заместителем главы Комитета Верховной Рады, который я озвучила выше. Вот хотели с вами Крымскую платформу обсудить, которая сейчас очень активно набирает обороты. Мы видим, как СМИ Министерства иностранных дел Украины представители призывают представителей разных стран принять участие в этой платформе и так далее. Вот по вашим данным, какие уже страны сегодня согласились принять участие в платформе и приехать в Киев, возможно, на Крымский саммит, который состоится 19-го? Мы помним, что окончательно дала свое согласие Латвия. И, насколько мне известно, Канада тоже подтвердила официальным письмом, что они готовы принять участие. И Эстония еще, если не ошибаюсь. Возможно, про Эстонию, честно говоря, по последним не уточнялось. Слава богу, что страны присоединяются каждый день, и это хорошо. Но ключевые участники пока, если мы говорим, да, о европейских странах, в том числе Великобритании, Франции, Соединенных Штатах Америки, они пока высказывают глубокую заинтересованность в этой платформе, готовы выступить участниками с точки зрения, да, подготовки проведения этого саммита, но в то же время о своей однозначной готовности принять участие в качестве участников, скажем так, они пока еще не заявили. Вот давайте разберем на молекулы эту платформу. Какая она будет и как она будет выглядеть? Кто будет принимать в ней участие и какая ее основная функция? Понимаете, здесь мы можем говорить, сейчас все-таки Министерство иностранных дел взяло на себя первоочередную роль в воплощении, в реализации Крымской платформы. В принципе, это правильно с точки зрения того, что это все-таки международная платформа, которая предполагает как раз заявления разных участников. Мы уже услышали то, что эта платформа может работать, будет работать, да, на разных уровнях. Это то, что касается уровня министров иностранных дел, уровень президентов. То есть мы в любом
любом случае говорим, что это тоже не будет, скажем так, представительство, встретились один раз на разном уровне и забыли. Я предполагаю, что если у нас есть уровень представительства президентов, если есть уровень представительства министров иностранных дел, то тогда, безусловно, будет еще третий уровень, уровень советников. То есть, по большому счету, в определенном смысле, я так понимаю, что сама модель заимствована в том числе и нормандского формата. Но там ограниченное количество участников. Да, здесь мы пока, я думаю, что Министерство иностранных дел не определилось в окончательном формате того, какое количество участников может быть. Нам, бесспорно, как для государства, очень важно, чтобы эту платформу поддержало как можно большее количество стран-участников, именно тех, которые напрямую готовы работать постоянно в рамках этой платформы. И бесспорно, стратегическая миссия платформы заключается в том, чтобы само количество участников могло быть, скажем так, субъектами реализации той политики по Крыму, которая у нас есть, и восстановления территориальной целостности Украины. Ну, смотрите, если говорить об институциональной модели данной платформы, состоится Крымский саммит, куда приедут представители стран, лидеры стран, которые согласились принять участие в этой платформе. Окей, пройдет саммит 19 мая, а что дальше? Это будет, я не знаю, какие-то страны, представители каких-то стран, которые нас поддерживают, будут собираться на нейтральной территории, за столом переговоров, или это будет какой-то огромный сессионный зал в рамках какой-то международной платформы, где с трибуны те или иные представители будут выступать и говорить о проблемах Крыма. Как вы это видите? Я вижу это таким форматом, что после этого большого саммита у нас все равно должно состояться подписание какого-то документа или принятие каких решений. И я думаю, что эти решения бесспорно должны быть готовы заранее и условно уже в рамках самого саммита должны быть озвучены. Соответственно, по результатам этого решения, я думаю, что либо страны-участники и также и Украина получат ряд домашних заданий, которые необходимо выполнить, условно говоря, в ближайшей перспективе до следующей встречи. Да, это, в принципе, по аналогии с работой вот таких вот международных платформ, которые могут быть, ну и даже по аналогии с тем же нормандским саммитом, который у нас есть. Но в нормандском формате есть Россия, страна-агрессор. В данном случае мы видим, как Россия постоянно говорит, что тема Крыма для нее закрыта, хотя в Министерстве иностранных дел заявили, что Россию все же будут приглашать на Крымский саммит и на Крымскую платформу. Хотя иллюзий мы все-таки не питаем в том, что она придет, согласится сесть за стол переговоров по Крыму. Как быть? В любом случае, ну, конечно, приглашение Российской Федерации было отправлено. Мы понимаем, что, конечно же, это предложение не будет поддержано, поскольку тема для них является неактуальной. А официального ответа не было, да? Официального ответа не было, но ряд политических деятелей, скажем так, декларировали свое отношение к этой платформе как личное мнение. В принципе, мы можем понимать, что это личное мнение, да, частично может ретранслироваться и на государственный уровень, но таким подобным образом высказывать это личное мнение, естественно, на государственном уровне нецелесообразно. Поэтому тут мы скорее должны говорить о том, что очень часто был такой тезис, что про Украину говорят без Украины. Может быть, настал наш период на международной арене поговорить про Россию без России? В какой-то степени это, в принципе, объективизирует, да, сам субъект Российской Федерации с точки зрения того, что не будет возможности представить ту позицию, и даже среди стран других участниц, да, не будет возможности озвучить те тезисы, которые считает Российская Федерация, скажем так, правильными, убедительными, ну и которые декларируются у них на государственном уровне. А о чем говорить? Ну вот, соберем мы стран, которые нас поддерживают. Но с момента оккупации полуострова эти ведь страны постоянно на различных международных платформах, представители, сами лидеры выражают нам свою поддержку территориальной целостности Украины. Мы можем долго размышлять, конечно, об эффективности санкций, которые вводятся нашими западными партнерами, но все же каждые полгода они голосуют за их пролонгацию. Что мы еще можем увидеть и услышать, кроме слов обеспокоенности в рамках платформы? На самом деле это может перейти на уровень и двусторонних отношений. Конечно, мы не должны здесь питать чрезмерных иллюзий, что, скажем так, вопрос Крыма в рамках двусторонних отношений для каких-либо стран будет играть приоритетное отношение к отношению к их национальным интересам. Но в любом случае, как усиление и продление санкционного влияния – это один из факторов.
Все-таки мы понимаем, что в Крыму происходит на сегодняшний момент системное нарушение прав человека. И если мы говорим, да, о самой деоккупации, то нарушение прав человека, что это длительный процесс, то нарушение прав человека в Крыму происходит ежедневно. И на самом-то деле мы также должны говорить про допуск, полноценный допуск международных миссий, как раз по борьбе с с нарушением тех прав человека, которые сейчас происходят в Крыму. Поскольку люди получают, да, незаконные и несправедливые обвинувачення по отношению, да, к тем преступлениям, которых они не совершали. И люди отбывают реальные сроки. Поэтому этот механизм, он тоже является очень важным. Даже если мы сдвинем проблему ситуации с правами человека, то это действительно тоже очень важно. Скажите, а как мы можем этого добиться? Вы слышали недавно заявление спикера Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая сказала, цитирую, «Мы не против того, чтобы в Крым приехали представители международных миссий, однако на наших условиях». Ровно с такими же условиями, в принципе, То есть международные... они пытаются таким образом также легализовать оккупацию полуострова. Мы же понимаем, что они захотят перевести представителей международных миссий через так называемый Керченский пролив, нарушая украинские границы. Здесь, бесспорно, мы иногда будем выходить за рамки, ну, не только конституционного поля, а и за рамки принятых норм. Даже если мы возьмем ту же ситуацию на Донбассе, да, то там доступ мониторинговых миссий, он есть, да, он ограничен. Но мы ровно так же понимаем, что на оккупированной территории Донбасса нету доступа, скажем так, официальных органов, да, власти, которые могут фиксировать и документировать те преступления, которые происходят там. И единственный источник информации для документирования нарушений прав человека у нас, по большому счету, это работа международных миссий и правозащитных организаций. То есть если не будет и этого, то тогда преступники никогда не понесут свое наказание. Поэтому сам фактор документирования и присутствия международных миссий для нас очень важен. И мы должны понимать, на какие компромиссы мы готовы пойти. Что, да, если это вот условия, которые... Ну, здесь уже мы можем гадать, да, какие условия предложит Российская Федерация. Но я считаю, что в этом ключе мы должны все-таки искать взаимоприемлемые решения, потому что это очень важный компонент. Доступ воды. Доступ воды на сегодняшний момент, если мы говорим о возобновлении водоснабжения, я так понимаю, это невозможно по двум причинам. Да? Первая причина у нас является политическая, поскольку все-таки мы на сегодняшний момент и органы официальной украинской власти декларируют о том, что эта вода для потребностей граждан есть, для промышленных масштабов и, собственно говоря, финансирования оккупанта вода подаваться не будет. И второй момент, он технологический. Мы не понимаем, в каком состоянии находится Крымский водоканал с оккупированной стороны. И мы же понимаем, для того, чтобы запустить весь этот процесс, а технологические процессы у нас тоже не происходят по щелчку. Это нужно проведение работ, это нужно согласование позиций между украинской и российскими сторонами, если мы так уже говорим. Поэтому на сегодняшний момент это невозможно. Если говорить, что это будет выставлено как одно из условий проведения, да, и допуска мониторинговых миссий, я думаю, что все-таки на это украинская власть не пойдет. Было несколько тезисов из уст наших политиков о том, что нужно подавать воду в оккупированный Крым. Да что там говорить, сам премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая с трибуны Верховной Рады, об этом говорил. Сейчас такой вот зарады нет, насколько я понимаю. Насколько я помню, он это заявил в первый день после своего назначения. Мы действительно... А потом еще в эфире одного из украинских телеканалов. Это называется, что иногда есть коммуникативные ошибки. И действительно мы понимаем, что все-таки первый день назначения, достаточно большая ответственность. И я думаю, что просто все-таки премьер не был ориентирован в теме настолько глубоко и действительно совершил коммуникативную ошибку. И дальше, исправляя эту коммуникативную ошибку, было еще не одно неудачное заявление. Но после этого он к этой теме не возвращался. Я думаю, что более детально ознакомился действительно с той политикой, с той ситуацией, которая есть по Крымскому водоканалу. Но, насколько я понимаю, что в рамках платформы также будут обсуждать и экологические проблемы Крыма. Ну, здесь нужно обсуждать целый комплекс проблем. Все-таки в чем еще действительно, из чего мы начали наш эфир, мы очень мало информации получаем о том, понятно, почему мы, конечно, ее мало получаем, но это в том числе информационная политика, о том, что происходит у нас на оккупированных территориях в Донецкой и в Луганской областях. Что у нас, если из Крыма, мы еще получаем все равно больше информации. И мы же понимаем, что жизнь там продолжается, и ряд тех проблем, которые были раньше, он только усиливается.
развивается. Поэтому, конечно, здесь надо говорить о целом комплексе проблем. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН недавно, 19 ноября, принял резолюцию по Крыму, по правам человека в оккупированном Крыму. Это уже 5-я резолюция, и основное рассмотрение этой резолюции будет в декабре, если я не ошибаюсь, недолго уже осталось. Но вот в чем важность принятой резолюции по Крыму сейчас? Ну, важность в неизменности политики. Это первое, что мы должны фиксировать, поскольку все-таки это важный компонент, в том числе и преемственность, и в том числе стабильность этой политики по Крыму. А если говорить еще о важности, то все-таки важно то, что там четко в данном проекте называется, что те органы власти, которые там есть, должны называться оккупационными органами, да, власти Российской Федерации. Почему это важно? Это важно с точки зрения норм международного гуманитарного права и, опять же, в целом, да, с точки зрения системы международного права, что потом нам будет давать возможности работать и в международных судах. И мы понимаем, что если принимаются определенные документы ООН, то фактически это уже частичное закрепление позиции в рамках самой системы международного права. То есть в любом случае эти компоненты очень важны нам на будущее. И более того, мы понимаем четко, что на международном уровне есть признание факта оккупации. Да? Несмотря на то, что мы уже не раз об этом говорили, но даже вот эти уточняющие формулировки, они достаточно важны. Но в этой резолюции не только этот момент закреплен. Закреплен еще все-таки момент как раз по изменению демографического состава. Это то, что касается, да, латентной депортации, то есть переселения в контексте того, что, да, крымские татары вынуждены уезжать со своих территорий из-за насильственной паспортизации. Ну, конечно, в Крыму она уже практически завершена, и мы можем говорить о том, что сама операция паспортизации у нас в Украине, да, не только в Крыму и не только на Востоке, она у нас еще есть и на Западе. Поэтому в любом случае как раз этот момент изменения демографической структуры Крыма, он очень важен. То есть мы понимаем, что это как раз будет тот фактор, с которым, в контексте которого мы говорим о реинтеграции. Да, о том, как соединить, даже если эта деоккупация у нас случится, то как мы будем клеить наше украинское общество. За счет чего мы будем возвращать даже тех граждан, которые приняли русское гражданство. Да, часть из них приняла не добровольно, часть приняла добровольно. И, собственно говоря, готовы ли они к этому возврату? И каким образом мы должны тогда вести вот эту коммуникативную политику, каким образом мы должны строить социальные мосты, чтобы не создавать нового напряжения в обществе? Вот как раз об этом суть политики реинтеграции. То есть вот этот документ, который приняли, это игра в долгую? Это игра в долгую. И мы должны понимать, что в целом те постановления, ну и, собственно говоря, резолюции у нас принимаются. В целом вопрос Крыма, это игра в долгую. Там как раз закреплен еще и тот момент, о котором мы с вами говорили ранее, относительно ущемления прав человека в Крыму и признание постоянных репрессий в Крыму по отношению к крымским татарам, что, опять же, очень важно с точки зрения заявления этого открытого на международной арене. А вот когда мы говорим «долго», это сколько? Мы же понимаем, что проходят годы, и в Крыму вот дети, которые родились в 2014 году, им уже по 6 лет, они уже пойдут в 1 класс. И что они видели? Они не знают ничего об Украине. Как мы будем с этим бороться? Как мы будем возвращать умы наших граждан? Что значит в долгую? Насколько это долго? Это, конечно, сложный вопрос с точки зрения постановки конкретных сроков. Мы должны понимать, что в целом есть, да, вот как мы будем возвращать. Если мы говорим о, скажем так, теории и практике региональной конфликтологии, да, и тех конфликтов, которые в мире были, мы же понимаем, что у нас не первый, да, региональный конфликт, не первый международный вооруженный конфликт, то 1 год оккупации требует 5 лет реинтеграции. То есть мы уже условно можем считать на сегодняшний момент. Если у нас с 2014 года, да, прошло 6 лет, то почему Алексей Резников как раз в одном из эфиров, и он говорил, сколько будет состоять, да, эта безопасная реинтеграция. То есть он на сегодняшний момент оценил это 25-30 лет. Я думаю, что он исходил из той же, собственно говоря, тенденции, которую я сейчас озвучу. Проблема в том, может ли это быть быстрее. Да, естественно, мы хотим, чтобы это было быстрее. Для того, чтобы это было быстрее, нам не надо прерывать социальные связи.
В частности, да, каким образом мы можем их не прерывать и как нам бороться за умы. Есть у нас перед уходом на летние каникулы парламент принял внесение изменений в законопроект о высшем образовании, где мы опять же говорили о приоритетном поступлении детей с оккупированных территорий, да, в украинские вузы. Ну, в том числе это центр Крым, Украина и Донбасс, Украина. В этом году этой программой воспользовалось очень мало абитуриентов. В этом году воспользовалось больше абитуриентов, чем в 2019 году. В 2019 году ей воспользовалось и поступило 265 абитуриентов, которые стали студентами. В этом году 397. То есть, ну, в любом случае это немного. Это немного, но их и было немного. А если же я, честно говоря, ожидала, что тенденция будет хуже. Почему? Ну, будет наоборот спад. Потому что, во-первых, пандемия, во-вторых, вот то, о чем мы говорим, длительная оккупация, да, она все-таки не сопутствует реинтеграции. И тем не менее, эта цифра, ну, если брать динамику по Крыму, то это хорошая цифра. И это один из компонентов, которые, да, мы должны задействовать. В этом году, если говорить о законодательных инициативах, то в любом случае и изменения в избирательный кодекс были, да, в частности, по изменению. То есть в любом случае мы должны формировать целостную политику того, да, как мы говорим, что мы ждем возвращения граждан. Вопрос в том, да, возникает сразу же, что конкретно мы должны для этого сделать. Да? Или что делаем. Какими компонентами мы при этом воспользуемся. И очень часто, когда мы говорим о вот таких вот конкретных вещах, в том числе, например, да, к примеру, об образовании, они вот могут казаться незначительными. Но на самом-то деле в той среде, да, где используется этот момент, они значительны. То есть любое протягивание руки, скажем так, оно высоко ценится с точки зрения людей, которые проживают там. Стратегия деоккупации полуострова. Какая она? Где она? Когда мы ее увидим? Полностью, а также стратегию деоккупации разрабатывало Министерство иностранных дел. И она уже есть? Она уже есть. Просто говорили, что мы ее озвучивать не можем, потому что там есть элементы государственной тайны. Но опыт показывает, что когда говорят так, либо ее еще нет, либо в содержании есть то, что может не понравиться обществу. Или же нет? Бесспорно, открывать ее полностью мы не можем. Я думаю, что как раз Крымская платформа является одним из компонентов в рамках вот этой вот большой стратегии. Вопрос на самом-то деле заключается в том, что когда мы говорим о стратегии, чаще всего это может быть один документ, а может быть документ с альтернативами. То есть условно в зависимости, мы же понимаем, что какие-то действия делаем не только мы. Действия делают и другие субъекты, участники. Да? Мы можем говорить про мировое сообщество, в том числе ООН, мы можем говорить про Россию, мы можем говорить, да, про позицию крымско-татарского населения по поводу принятия тех или иных решений по Крыму. То есть чаще всего в рамках стратегии потом происходит расшивание с точки зрения того, что в определенный момент политика действий может меняться, да, или может быть несколько вариантов действий в рамках того или иного. На самом-то деле, если мы все это озвучим, каким образом это может переходить, я думаю, что общество будет очень долго это обсуждать, и, во-вторых, это может привести действительно к срыву реализации вот всех планов. Согласна. А как же публичная часть документа? Она же может быть опубликована? Публичная часть, я думаю, что Министерство иностранных дел, все-таки готовясь к Крымской платформе, к проведению саммита, ту часть, которая все-таки может быть озвучена, она ее озвучит. Раньше говорили, что это будет, вероятно, в январе. Я думаю, что на самом-то деле не суть важно, это будет озвучено, да, с точки зрения в январе или в феврале, да, или где-то там ближе к маю. Важно то, чтобы этот документ и действительно сама стратегия была комплексно проработана. Если нужен еще месяц-два для того, чтобы действительно утрясти и согласовать между разными субъектами эту стратегию, то это очень правильно, поскольку мы понимаем, что Министерство иностранных дел может предложить только концепт со стороны все-таки внешней политики. Мы понимаем, что у нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который будет оценивать ту же самую стратегию на предмет, да, национальной безопасности. И они сюда могут вносить тоже свои коррективы. С другой стороны, у нас есть Министерство реинтеграции, да, временно оккупированных территорий. Они ответственны за проведение внутренней политики. Соответственно, в этом ключе им нужно тоже, скажем так, адаптировать ту стратегию, которая предлагает Министерство иностранных дел, к реалиям внутренней политики.
Бесспорно, мы как комитет здесь находимся больше на стороне Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, поскольку этот компонент как раз касается законодательства и реализации внутренней политики. Как вы видите деоккупацию полуострова? Как это должно произойти? Как это может произойти? Вы знаете, здесь, да, нельзя, конечно, сравнивать, это два абсолютно разных конфликта с точки зрения сейчас Нагорный Карабах, да, и ситуация в Крыму, и ситуация у нас на Донбассе, но тем не менее есть какие-то уроки, которые мы должны вынести в этом контексте. И давайте вынесем. Я Какие? думаю, что в первую очередь это неизменность политики в рамках Крыма. Во-вторых, мы понимаем, что конфликт, который был долго заморожен, даже если взять с точки зрения времени, да, он разморозился за считанные дни. И за считанные дни изменилась сама конфигурация. То есть мы очень часто можем себе моделировать ситуацию на основе того миропорядка и на основе того, скажем так, устройства, которое есть сейчас. Действительно, почему я сказала про стратегию деоккупации, что она может меняться в определенные периоды времени. Мы понимаем, что может случиться разное на мировой арене, на самом-то деле, конфигурации. Может что-то случиться в рамках Российской Федерации, чего мы тоже никогда не можем исключать. Но хочу сказать одно, что на самом-то деле мы представляем очень часто этот момент, когда такой торжественный с точки зрения нашей победы. И здесь в процессах реинтеграции и деоккупации иногда очень тяжело оценить, что такое победа, что такое поражение, потому что действительно нам приходится идти на ряд компромиссов. И либо на ряд, да, слово компромисс у нас уже немножко искривлено в рамках понимания как раз процессов деоккупации. Но мы должны понимать, что дальше нам предстоит как раз вот эта вот реинтеграция. Включение, возвращение людей. Ну вот вы упомянули Нагорный Карабах, но вы же понимаете, что там тоже был Минский процесс, который длился 27 лет, который оказался недееспособным, а эффективным оказались там байрактары. Вопрос того, готова ли сейчас Украина к возобновлению боевых действий, я думаю, что сейчас Украина не готова к возобновлению боевых действий. Мы достаточно мало еще, скажем так, использовали политико-дипломатических методов, которые у нас могут быть, для того, чтобы возвращаться к прямой силе. Плюс мы понимаем, что соперник у нас достаточно более сильный, чем, скажем так, да, армия Армении. Ну тут, наверное, речь идет о том, что нужно наращивать свои силы. Это бесспорно. То, что касается сферы безопасности, сферы оборонного комплекса, мы понимаем, что там на протяжении 20 лет как раз, да, разрушались вооруженные силы, потом пришел тот процесс, благодаря которому произошло это возобновление, и мы должны, конечно, работать над тем, чтобы в сфере обороны мы постоянно увеличивали свой рост. Почему это важно даже с точки зрения еще политической, не только в контексте деоккупации? Мы понимаем, что чем сильнее мы становимся, тем больше с нами считаются. И если мы говорим даже, да, о странах-участниках, не обязательно среди масштабных геополитических игроков, это очень важно и с точки зрения региональной политики. Вы сказали, что мы пока что недостаточно сделали на пути политико-дипломатического возвращения наших территорий. Что мы еще не сделали? Или когда мы увидим плоды того, что уже сделано? Вот если говорить о резолюциях Организации Объединенных Наций, которые сегодня принимают по Крыму, по правам человека, мы же видим, что Россия их просто игнорирует и не выполняет. Она нарушает все международные директивы, она нарушила весь юридический и институциональный мировой порядок. И при всем при этом она еще имеет право вето в Совете Безопасности ООН. Как мы, как Украина, можем влиять на это и что мы еще можем сделать? Ну вот в рамках того, что мы еще можем делать, да, как раз будет осуществляться Крымская платформа. Это один из методов. Действительно, мы это сделали для того, чтобы на Минский процесс, наряду с Минским процессом и с Нормандским процессом поставить еще и Крымскую платформу. Я просто хочу понять, как это будет влиять непосредственно на Россию, на практике, как это будет проявляться. Вы понимаете, здесь... Это, может, санкции какие-то, как это будет? Я хочу здесь обратиться все-таки еще к опыту Донбасса. Да? Мы знаем, что была встреча в нормандском формате 9 декабря 2019 года. И, собственно говоря, сейчас часто актуализируется вопрос вот новой встречи. Да? Нужна она нам, не нужна, или как мы ее хотим. Вопрос тогда заключается в том, полностью ли мы выполнили, да, Парижское коммюнике. О чем сейчас встречаться, говорить, если ряд заданий, которые были поставлены там обоим сторонам, да, не выполнены. Они не выполнены.
Соответственно, мы должны работать, да, завтра идет заседание трехсторонней контактной группы, чтобы опять актуализировать процесс с точки зрения работы КПВВ, которые у нас, да, прекратили свою работу во время карантина. То есть в любом случае мы, прежде чем искать что-то новое, должны сделать, реализовать то, что уже нам заложено, сейчас надо было сделать. Это касается и разведения войск, да, условно. Мы первые 3 точки тогда развели. И, кстати, тут важно отметить, что тогда все очень сильно боялись за то, что там как раз будет наиболее серьезное военное напряжение. И как раз там еще до установления, да, вот этого перемирия, каким бы оно ни было, обстрелов уже не было. То есть, возможно, надо все-таки это пробовать и делать дальше. Новые точки были намечены, но, тем не менее, это еще не реализовано. Обмен пленными еще, да, взаимное освобождение еще не реализовано. То есть давайте выполнять попунктно еще те задачи, которые у нас есть. Вы так ушли плавно с Крыма на Донбасс. Я просто, да, пытаясь моделировать, каким образом мы можем решать. То же самое, да, ну в Крыму у нас, конечно, здесь ситуация тяжелее. Давайте сейчас сосредоточимся на крымской платформе. То есть есть инструмент, который мы еще не использовали. Давайте действительно подключим как можно больше стран международного сообщества. Это в том числе работа МИДа. Это наша адвокационная кампания, да, и как комитета, и как Кабмина в целом. То есть с этой точки зрения мы должны, скажем так, максимально активизироваться. Почему это важно? Потому что если эта инициатива на своем начале, скажем так, не получит серьезного, широкого международного резонанса, то мы понимаем, что тогда она будет неэффективна. Хорошо, давайте обсудим еще с вами Донбасс, потому что там тоже есть Минский процесс, нормандский формат коммюнике, которое не выполнено уже как год. И вот 9 декабря истекает этот срок, который отвел себе президент Зеленский для завершения войны. Как вы это для себя интерпретируете? Не удалось, очевидно, завершить войну, а что дальше? Дальше надо действовать, опять же, поэтапно. На самом-то деле мы очень хотим ставить оптимистичные цели. Да? И вот даже недавно Леонид Макарович озвучивал свой, да, мирный план, ну, скажем так, с очень оптимистичными сроками. Конечно, мы все хотим, да, но мы все хотим, чтобы это случилось завтра, чтобы завтра Украина опять стала единой. Конечно, нам всем этого хочется, но все-таки мы должны понимать ту реальность, которая есть. В рамках года сделать и завершить полностью вооруженный конфликт не удастся. Мы должны понимать, что у нас есть большое количество проблем, которые будут преследовать нас десятилетиями. Даже процесс разминирования, если мы говорим, да, об окончании войны. 1 год войны — это 5 лет тоже разминирования. То есть это процесс, который будет у нас еще идти достаточно долго. Если мы говорим об окончании войны, то частично мы можем сказать, да, сейчас есть такая категория «негативный мир». То есть, с одной стороны, системных обстрелов их уже нету. Да, точечные обстрелы, они есть, и они будут продолжаться определенный период времени. Но даже установление негативного мира, мы вот это последний раз, я недели 3 назад была на Донбассе, и когда вот я спрашивала, да, мирное население, как они оценивают, я говорю, потому что в Киеве иногда бывают неоднозначные оценки. Они говорят, конечно, могут быть неоднозначные, а мы ценим каждый день, когда у нас не стреляют. То есть с точки зрения человеческих жизней есть, ну, ряд таких компонентов, что и это ценно. Конечно, но тем не менее потери были. Потери были, и, понимаете, опять же, были боевые потери. Вопрос часто ставился, да, с точки зрения профессиональной, должны ли мы обнулять срок и, скажем так, количество тех дней, когда у нас было перемирие. Вот для нас, сидя здесь, условно важно, мы начинаем отсчет сначала или мы начинаем, бесспорно, для нас важны 2 жизни, да, наших военнослужащих. Но мы понимаем, что есть большое количество мирного населения, которому неважно, мы обнуляем срок действия перемирия или мы не обнуляем. Им действительно важно, чтобы оно держалось как можно дольше. Что касается завершения военных действий, мы же должны понимать, что с завершением военных действий сама война не заканчивается. Дальше у нас есть процесс еще постконфликтного урегулирования. Дальше мы действительно должны воплощать концепт переходного правосудия. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки выйдет этот указ президента по переходному правосудию. И там мы должны понимать, что по ряду тех компонентов, которые у нас заложены в переходное правосудие, мы должны выписать ряд профильных законопроектов по каждой области отдельно. Мы должны понимать, да, в рамках чего мы будем
привлекать виновных к ответственности. И в рамках этого компонента у нас будет идти компонент амнистии, соответственно, какую модель мы принимаем по амнистии. Мы понимаем, что это у нас возобновление имущественных прав, моральных прав. Это то, что касается как раз и наложения репараций в том числе, и реституций. Мы должны понимать, что это у нас право знать правду. Мы должны договориться о том, как мы оцениваем этот конфликт. А как вы видите амнистию? На самом-то деле мы очень много рассуждаем о том, какой должна быть амнистия, но есть большой мировой опыт по поводу того, как она действует. Да? И есть уже выводы по широкой амнистии, либо по узкой амнистии. Что касается нашего украинского контекста. Первое. Сложность заключается в том, что на самом-то деле амнистия применяется только во внутренних вооруженных конфликтах. Нам впервые в истории, скажем так, человечества необходимо будет выписать правильную модель с точки зрения того, что это международный вооруженный конфликт. Мы должны понимать, что амнистируем мы только своих граждан, у которых есть приоритетность украинского гражданства, даже несмотря на то, что они могут являться гражданами других стран. Да, мы понимаем. Ну, в частности. То есть те, которые приняли гражданство России? Да. Ну, на самом-то деле они могли принять и другое гражданство, поскольку конфликт идет долго, но что здесь важно? Есть все-таки ряд людей, которые отказались уже от украинского гражданства, да, на официальном уровне. Соответственно, они не могут быть амнистированы. То есть мы говорим четко, что амнистия применяется только по отношению к своим. Есть ряд преступлений, по отношению к которым амнистия не применяется. Такие как? В рамках преступления против человечности, геноцид. Ряд преступлений, связанных также там, сексуального характера, насилие сексуальное, связанное с конфликтом. То есть это то, что прописано в нормах также международного права. Мы понимаем, что у нас есть тоже свой криминальный кодекс в рамках национального права. То есть условно мы сейчас приходим к той модели, что, вероятно, мы будем амнистировать тех людей, на руках у которых нет крови. Конечно, в рамках этого возникает другой вопрос. Есть люди, которые не брали в руки оружие, но которые работали с оккупационными властями. Что мы должны делать с ними? Коллаборанты. Да, условно. Тоже законопроект, который, кстати, лежит на рассмотрении Верховной Ради Украины, но еще не принят. Здесь мы понимаем, что если мы их будем всех судить и всех мы их будем садить в тюрьмы, то у нас тюрем не хватит. И, во-вторых, мы создадим очень большое напряжение в обществе. Поэтому по отношению к ним нам надо вырабатывать другую модель, модель иллюстрации. То есть что мы им разрешаем, что мы им не разрешаем. Условно мы им можем, да, запрещать занимать государственные должности на протяжении какого-то периода. Условно мы можем ограничить их активное избирательное право, то есть не дать им возможности баллотироваться, да, в местные советы, если там будут проходить выборы. То есть мы должны понимать, что у нас амнистия, да, это то, что касается криминальных преступлений, и иллюстрация — это то, что может касаться как раз работы с оккупационными властями. Ну, для этого всего, для начала, нужно урегулировать конфликт, урегулировать войну на востоке Украины. Сегодня мы имеем Минский процесс, который в такой некой стагнации, когда мы предлагаем свои условия и не соглашаемся на условия России по праву, потому что она выдвигает заведомо невыполнимые условия. Наши она принимать отказывается. И, соответственно, такая патовая ситуация сегодня в Минском процессе складывается. Как с этим быть? У нас буквально 2 минутки. Смотрите, первое, все-таки хотела бы сказать, что о том, как мы будем жить после восстановления территориальной целостности, мы должны думать сейчас. Безусловно. И люди должны понимать, условно, те, которые там находятся на оккупированных территориях, каким образом они вернутся в Украину, да, какой инструмент к ним будет применяться, будут ли они амнистированы, будет ли к ним применена иллюстрация. Это тоже тот момент, на который они могут рассчитывать. А второе, то, что касается именно компонента, о котором вы спрашивали, то тут мы можем говорить, что этот процесс требует все-таки времени у нас сейчас. Много? Скажем так, выработка решений и разные стороны, которые задействованы в этом процессе, это в первую очередь еще повышение переговорных позиций. Мы понимаем, что когда мы общаемся, да, в трехсторонней контактной группе, мы понимаем, что они тоже не будут смотреть, скажем так, тихо на те требования, которые выдвигает Украина.
Они рассчитывают, естественно, на выдвижение ответных требований. И мы тоже всегда повышаем свои переговорные позиции. То есть в рамках этого и происходит переговорный процесс. Мы же понимаем, это классика переговорного процесса, когда каждый хочет достичь как можно большего результата в рамках этих переговоров. Но важно, Но на чтобы... нашей стороне цивилизованный мир. Да. Видимо, в данном случае не всего цивилизованного мира достаточно, поскольку да, тот компонент, который все-таки и те причины, которые привели к конфликту, и то протекание конфликта, оно вот само давление всего цивилизованного мира пока не дает тех быстрых результатов, на которые мы рассчитываем. Мы понимаем, что этот процесс действительно будет процессом согласования. И плюс есть еще Минские соглашения, которые мы все-таки надеемся провести их апгрейд с точки зрения той исторической перспективы, которая есть у нас. Мы понимаем, что в 2015 году они принимались, когда было жесткое кровопролитие и вооруженное противостояние. Естественно, тогда условия для Украины не были выгодны. Тяжело судить о том, что было бы, если бы мы тогда их не подписали, насколько бы жизней мы еще потеряли. Но те последствия, которые заложены в Минске, естественно, мы до сих пор их, скажем так, будем прорабатывать. Дуже дякую вам. Чохсагол у нас. Дякую. Нелли Яковлева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», была гостем нашей студии. Но я вынуждена, к сожалению, с вами попрощаться. Буквально через 5 минут вас встречает мой коллега Шевкет Наматулаев. Смотрите информационную программу «Заман». Не пропустите. Корушкевич.